Россия финансирует местные YouTube-каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Абсолютно открыто, ничего не стесняясь. И стоит отметить, у них это хорошо получается. Разбираемся как и почему. Со дня начала войны в Украине российские власти тратят миллиарды рублей на пропаганду Z-настроения. Об этом говорится в расследовании издания «Сирена». Неудивительно, что на просторах Центральной Азии так участилась российская трактовка происходящего. Эксперты отчеты о пророссийской пропаганде в ЦА считают, что это стало важным элементом гибридной войны в наши дни. Со дня вторжения России в Украину кыргызские YouTube-каналы с многотысячной аудиторией активно начали освещать эту ситуацию, дискредитируя Украину и НАТО, а Россию продвигать как спасителя-освободителя от фашистов. Например, канал Кыргызстан-24. Общее количество подписчиков составляет 646 тысяч. На страничке периодически появляется видео, которое по всей, кажется, видимости позже удаляют, потому что сейчас на канале всего 5 видео, и все они были загружены в течение дня. На всех из них выступает пророссийский эксперт Дмитрий Василец. Мы связались с владельцем этого канала от лица заказчика, и он рассказал нам, что у них также есть телеграм-канал с миллионной аудиторией. И по его словам, 51% всей аудитории из Кыргызстана и Казахстана. Второй кыргызский канал «Новости сегодня». Тут количество подписчиков немножко ниже, чем у предыдущего канала. Всего 30 тысяч. Здесь также выступает Дмитрий и распространяет те же самые видео, что и Кыргызстан-24. Независимые медиа не раз обвиняли Дмитрия в дезинформации и пропаганде пророссийской повестки о войне. Ссылки с опровержением его словам мы оставим в описании. Еще один канал Кыргызпресса с полумиллионной аудиторией. Со дня начала войны в Украине сделали 120 видео, посвященных очернению западных стран, Украины и Зеленского на кыргызском языке. Обложки на видео не имеют никакого отношения к самому материалу, что уже является манипуляцией. А в самом видео автор опирается только на российские источники. У Кыргызпресс есть страничка в Фейсбуке, администратором которого является некая Азалия Бабаева. Ее мы уже встречаем не в первый раз. Азалия — фейковый аккаунт в одной из бот-ферм в Кыргызстане, которую мы нашли и внесли в свою базу фейков еще год назад. Таким образом, у нас есть основания предполагать, что ту же самую бот-ферму, которую использовали наши политики во время выборов, сейчас уже используют российские власти. На канале Акыркы-Жанлыктар свыше 800 тысяч подписчиков. Среднее число просмотров на видео составляет 70-80 тысяч. Автор канала транслирует прямой эфир российской программы «60 минут» с ведущими Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. Каждый день, а точнее 2 раза в день. Скобеева и ее ведущий, по совместительству, кстати, ее супруг, появляется на экране телевизора и обсуждает последние события, произошедшие в их стране и в Украине. Так, армия России нанесла массированный удар по Украине. Стратегические ракетоносцы корабли Черноморского флота осуществили пуски не менее 100 крылатых ракет. Нарратив программы простой. Украинцы — фашисты, Запад — самый страшный враг человечества, который начал войну, в отличие от Путина. Американцы готовы на все, в диком восторге, в частности, от наших ударов по Украине вчерашних. Сидят далеко, потирают ручки, им нравится, что они вывели нас из себя, как им, наверное, опять-таки кажется. В 2020 году издание Insider расследовало, сколько получают российские пропагандисты. В список попали 13 ведущих. Скобеева со своим мужем в этом рейтинге попали на 7 и 8 место. Суммарно они зарабатывают 26 миллионов рублей в год. То есть каждая из них по 13 миллионов. Для сравнения, министр обороны Сергей Шойгу зарабатывает 12,5 миллионов. Также Попов и Скобеева попали в лидеры по объему распространяемой дезинформации по версии Insider. Чтобы разобраться, зачем Кремлю продвигать такой нарратив, давайте определим характер пропаганды в Кыргызстане. Первый нарратив против демократических процессов и институтов. Цель кремлевских нарративов является внушение обществу, что демократия — недееспособная политическая система. Хотя и Россия сама является демократическим государством, а форма правления считается смешанной, то есть президентско-парламентской. Но концентрация власти у них всегда в руках у одного человека. Власти России уже критиковали кыргызскую форму правления. Еще в далеком 2011 году предыдущий президент Дмитрий Медведев насмешка отозвался так: но ничего при этом радикального менять не нужно. Не потому что нельзя, а потому что не нужно. Нам говорят про парламентскую демократию. Наши киргизские друзья встали на этот путь. Но для России
как я и боюсь и для Киргизии, парламентская демократия – это катастрофа. Возможно, такой нарратив со стороны России сыграл большую роль на референдуме в 2021 году, когда нам, кыргызстанцам, пришлось выбирать форму управления. Теперь она у нас тоже смешанная. Второй нарратив – неблагодарности к России. Кремлевские пропагандисты не раз упоминали бывшие страны Советского Союза, которым все досталось даром от бывшего СССР, подразумевая, конечно же, Россию. Вклад Центральной Азии никто не отменял, и ничего им даром не доставалось. Сами строили или получали в обмен на произведенные в республике ресурсы и средства. Надо признать, что процесс распада Советского Союза хоть и состоялся де-факто, но процесс десоветизации и деколонизации сознания населения еще не завершился. В обществе все еще много слабых точек, на которые сейчас давят российские пропагандисты, и пытаясь держать информационную повестку под контролем. А пока даже некоторые наши чиновники работают в интересах другого государства, мы будем продолжать раскрывать и бороться с ними и всем этим шквалом кремлевской пропаганды.